Мы хотим пригласить Екатерину Сокирянскую. Она является директором Центра анализа и предотвращения конфликтов. И она выступит, расскажет нам о том, о ингушской республиканской государственности и о политических заключенных. Екатерина. Здравствуйте. Слышно меня? Спасибо Да, большое за слышно. приглашение. У меня, к сожалению, плохой интернет, поэтому если будет плохо слышно, я просто выключу, к сожалению, видео в какой-то момент. Вы знаете, уже коллеги очень много всего сказали о самом протесте, о его участниках. И по существу мне добавить что-то сложное, я, наверное, поделюсь какими-то своими личными наблюдениями и мыслями по поводу темы, которую мы сегодня обсуждаем. Я в 2000-е годы 5 лет прожила в Ингушетии, среди ингушей, среди чеченцев. Тогда в республике было еще очень много беженцев из Чечни. И очень много работала с людьми, жила среди людей, да, разговаривала с ними, была частью общества. Моя научная работа, диссертация тоже была в значительной степени посвящена Ингушетии, и вот в рамках научного исследования мне тоже довелось провести там более сотни глубинных интервью с жителями республики. И, в общем-то, ну, как все мы, жители Ингушетии очень разные, да, у них разные политические взгляды, у них разные ценности, у них разные личностные качества. Но вот меня поразило это тогда и до сих пор, наверное, ну, не удивляет, но вот как-то, мне кажется, этим важным, такое абсолютное единство ингушей по одному вопросу, а именно по вопросу республиканской государственности. Вот когда я проводила интервью со стариками, с молодыми, с женщинами, мужчинами, образование Ингушской республики 4 июня 1992 года, вот с кем бы я когда-либо ни говорила, воспринималось как один из самых важных, один из самых счастливых и таких редких, однозначно положительных фактов ингушской истории. Почему я об этом говорю? Потому что, как мне кажется, сегодня, почти 30 лет после образования Ингушской республики, у ингушей по-прежнему нет однозначной уверенности, вернее, есть опасения того, что они могут эту республику потерять. И почему потерять, да, вдруг? Вот мы же не опасаемся в Петербурге, что лишимся статуса субъекта федерации, потому что республика маленькая, потому что самый маленький субъект федерации, потому что у республики территориальные споры с советских времен. С одной стороны, Северная Осетия, с другой стороны, с Чечней. Потому что в советское время Ингушетия была в составе Чечено-Ингушетии, и многие ингуши воспринимали это очень негативно. И очень радовались тому, что своя республиканская государственность все-таки появилась. Мне много раз доводилось слышать, что чеченцы и ингуши братья, да, братские народы, но каждый брат должен жить в своем доме. И вот этот вопрос потенциального объединения Чечни и Ингушетии, он не раз всплывал на поверхность вот с тех пор, как я близко связана с Ингушетией, да, даже когда было покушение на Юнусбека Евкурова в 2009-2008 году, я помню, тогда стали заезжать чеченские машины без номерных знаков в Ингушетию, Рамзан Кадыров как-то тогда заявил, что готов взять ответственность за Ингушетию, и я помню, что люди это очень болезненно воспринимали, и потом регулярно эта тема так или иначе вбрасывалась в публичное пространство, и вот мне кажется, что этот митинг и вопрос земли, хотя земля сама по себе вообще имеет большую символическую ценность на Кавказе, он во многом, этот митинг был в защиту ингушской государственности, он был в защиту своей республики, в защиту своей территории, в защиту субъектности ингушского народа, мнением которого пренебрегать нельзя при решении важнейших задач. И поэтому мне кажется, что федеральному центру как-то надо дать раз и навсегда гарантии Ингушетии, что никаких посягательств на республику никогда не будет. Мне кажется, что еще вот эти ингушские протесты показали, что федерализм, каким бы кособоким, увядшим и практически свернутым он не был, он по существу, он все равно существует в головах людей. Вот в Ингушетии точно. Ингуши хотят вот этой своей государственности, они готовы ее отстаивать, они активно хотят сами выбирать свою главу. И на самом деле, своего главу, на самом деле, не так много примеров у нас, когда регионы митингуют и требуют прямых выборов главы. То есть Ингушетия хочет такого настоящего федерализма, потому что, несмотря на вот такую кажущуюся традиционность, тут вот у нас тейпы, советы тейтов, тут у нас старейшины сидят в попахах, этикет, на самом деле ингуши такая современная нация со своими политическими устремлениями, с довольно активным гражданским обществом, с традицией светской оппозиции, которая была в Ингушетии, вот на мой взгляд, все
постсоветские годы, да, не очень сильная, но она была при Зязикове, она была при Аушеве. И именно такая светская оппозиция, которая, люди религиозные, естественно, в ней участвуют, но они готовы по светским законам, по демократическим принципам спорить и бороться за власть в политической республике и за изменения в республике. Опять-таки, нация, успешно сохраняющая национальный язык, ведь у нас вообще-то с сохранением национальных языков очень сложно сейчас, свою вот культурную самобытность. И к чему я вот об этом? К тому, что с этой нацией надо договариваться, что федеральному центру надо как-то вступать с ней в диалог, что-то делать-то надо. Нужно понимать, что вот вся эта история, она привела к глубокому отчуждению целой вот такой национальной республики. И если там в России кого-то можно убедить, что политзаключенные сидят за организацию насилия в отношении представителей власти, то в Ингушетии всем понятно, что они сидят за организацию мирного протеста. Насколько я понимаю, в глазах большинства ингушей они народные мученики, они герои, которые пострадали за свой народ. И мы сами, да, видим, что это интеллигенция, это активисты. Я лично знакома с тремя из них. Муса Мальсагов, я его знаю лет 20, наверное, интеллигентнейший такой, ну, почти 20, да, деликатнейший человек с очень чистой репутацией. Сколько я его помню, он помогал людям, работал в Красном Кресте, всегда был рядом, когда у кого-то из активистов случалась беда. Исмаил Нальгиев, Багаудин Хаутиев, такие молодые, неравнодушные, искренние, интеллигентные ребята, которые никогда не призывали ни к агрессии, ни к насилию. И вот как бы вот мы сейчас имеем ситуацию, когда федеральный центр очень сильно настроил в целом очень лояльный народ против себя. И у него есть выбор в дальнейшем, либо как-то контролировать эту республику репрессиями и насилием и дальше, или вступать в диалог, убедить людей в неприкосновенности ингушской государственности и прежде всего выпустить сидельцев. Да? Вот прям сейчас, если бы я была Кремлем, перед сентябрьскими выборами, срочно, чтобы хоть как-то вернуть какое-то расположение людей. По-другому просто пропасть отчуждения, которая создалась, преодолеть будет очень трудно. Освобождение политзаключенных – это первый, самый прагматический шаг, который может сделать федеральный центр навстречу народу. Вот. Что касается земли, меня просили об этом говорить, но я, собственно, с самого начала говорила и повторяю сейчас, что у меня нет мнения о принадлежности спорных территорий. Я не историк, я не в состоянии разобраться в многочисленных картах, аргументах, которые приводят с той или с другой стороны. Но мы сейчас, очевидно, расхлебываем последствия колониального прошлого, колониальной политики на Северном Кавказе, когда народы, границы между народами, республиками проводили произвольно, меняли многократно. Это тяжелое наследие. И мы знаем, что территориальные споры есть почти у каждых двух соседствующих народов на Северном Кавказе. Их надо когда-нибудь будет комплексно решать. Это очень сложно, это потенциально взрывоопасно. Или оставлять границы все по устоявшимся, или найти еще какое-то решение, которое будет в глазах проживающих людей легитимным и справедливым. Но я вот почему-то абсолютно уверена, что территориальный вопрос между Ингушетией и Чечней, вот этими братскими действительно народами, можно было цивилизованно решить путем создания согласительных комиссий, выработав легитимную процедуру в рамках закона с подключением традиционных каких-то согласительных процедур народной дипломатии, дата, шариата, тейпов, которые владеют вот этой спорной землей. А главное, просто разговаривать с людьми с той и с другой стороны, не игнорируя их. В общем, то, что должно было быть такой кропотливой, долгой работой, сделали кавалерийским наскоком втихаря, и вот получилось как обычно. И еще я, наверное, хотела сказать два слова о коррупции, ведь на митинге часто звучала эта тема. Власть вот сейчас хочет посадить политзаключенных, чтобы никому не повадно больше было устраивать такие протесты. И при этом, ну вот мы все время говорим про избирательность правосудия, да, обеспечивает федеральный центр полную безнаказанность представителям руководства Ингушетии, которые вот просто, ну вот шокирующе разворовали федеральные целевые программы социально-экономического развития Ингушетии. Вот мы не знаем, кто именно, да, хотя можем догадываться, но вот посмотрите, там только один Малгобекский район, например. В ноябре работу школы новой
приостановили, построена школа на 700 человек, приостановили, потому что трещина по всему зданию, школа в аварийном состоянии. Очистные сооружения 2013 года фактически не функционируют. Еще один детский сад, весь в вертикальных, горизонтальных трещинах, опасный для использования, практически закрыт. Здание культурно-досугового центра в аварийном состоянии, новый все, да, построен. Новый многоквартирный дом в Малгобеке с трещинами, которые могут привести к обрушению. И это целый огромный список. Это заводы, которые так и не заработали, это школы, это садики, которые построены так, что детям туда опасно ходить. Это огромные деньги. И кто привлечен? Вот я для интереса залезла на сайт Следственного комитета Республики Ингушетия. То тут, то там руководитель коммерческой организации предстанет перед судом за мошенничество в особо крупном размере. За что? Заключил госконтракт на сумму там несколько десятков миллионов, которыми распорядился по своему усмотрению. А где вот чиновники, с которыми он заключили эти контракты? Кто ответит за эти деньги, которые ушли на непригодные к использованию социальные объекты? Сейчас вот борьба с коррупцией сводится к наказанию подрядчиков и мелких чиновников там поселкового уровня максимум. Вот такое избирательное правосудие. Одни сидят за организацию митинга, другим гарантирована полная безнаказанность за присвоение сотен миллионов рублей. И все это, конечно, не способствует совершенно стабильности, здоровой обстановке в обществе, за которой так наша федеральная власть ратует. Ну, наверное, я на этом и остановлюсь и передам слово другим выступающим. Спасибо.